Недавно закончился прямой эфир на абхазском телевидении, и вот мне хотелось бы знать, как вам троим удалось попасть на этот эфир, вообще переговоры какие-то велись, готовились ли вы, или вот это все получилось спонтанно? Ну, это, во-первых, решение объединенной оппозиции, что все-таки надо возобновить прямой эфир, потому что очень много вопросов, которые не решение или не реагирование на эти вопросы, да, могут завтра закончиться для нас очень большими проблемами. И мы все вместе сели и решили, что нам необходимо прямой эфир. Может быть, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но они необходимы. Если говорить о предисловии, мы занимаемся уже 3 недели. Что самое интересное, за 3 недели вот, непосредственно Гарик, Аслан, я втроем по-разному ходили, с Ириной Шотовной разговаривали с главой администрации президента, с премьер-министром. Ну как-то вот, как будто бы они не против были, но чувствовалась чья-то невидимая рука, которая все это время каким-то образом блокировала всю эту ситуацию. Да. Более того, в частной беседе Ирина Шотовна сказала, что власть затягивает эту встречу, потому что никак не могут найти 3 профессионалов, которые вышли бы и объяснили бы ситуацию по тем проблемам, в данном случае по энергетике. Но уже эта эпопея продолжается 3 недели. Сегодня, наконец, мы прорвались. Но, к сожалению, так получилось, что Кристина Константиновна за себя говорила и за других 2 мужиков, которые должны были прийти. Ну, видимо, у власти не нашлось еще людей, которые должны были бы ее там с ней вместе прийти. Ну, мы постарались, во всяком случае, насколько это было возможно, политкорректно провести сегодня эту встречу. Ну, как вы видите, вопросов очень много. Шло бурное обсуждение этих вопросов. Не всегда Кристина Константиновна, наверное, умело уводила от прямых вопросов, обвиняла всех, но только не эту власть. Мы просили, прямой вопрос и задали. Не важно, что было вчера, нам сегодня интересно, что будет завтра, нам интересно, что сегодня. Да? Ну, вопросы, насколько народ наш удовлетворен нашим сегодня эфиром, это решение будет, то есть оценки будет ставить наши зрители, телезрители, в конце концов, наш народ, который сегодня с нами вместе также мучается, без света, без достойных зарплат и вообще без достойной жизни. Но вы видели, наверное, нас прервали, даже не предупредив, мы собирались говорить, что мы будем продолжать эти серии, будем это обсуждать на высшем уровне, и не дать нам мы не позволим. Мы продолжим по всем вопросам эти прямые эфиры. Я, если можно, добавлю пару слов. В любом цивилизованном обществе, даже при застройке какой-то территории, существует общественное слушание. К сожалению, большому нынешняя власть очень часто принимает кулуарные решения, которые несут угрозы национальной безопасности. Соответственно, по этим вопросам, как минимум, нужно проводить прямые эфиры, дебаты, для того, чтобы наше население знало о том, что происходит в нашей стране. Это первое. И второе, чтобы они имели возможность сделать выводы. Этот эфир, я считаю, что прошел как прошел. Очень много чего мы не смогли сказать в силу того, что были ограничены во времени. Но, тем не менее, не просто надеемся, не просто просим, а мы будем требовать регулярных эфиров на абхазском телевидении, как люди, которые переживают за государство, переживают за народ и переживают за все те процессы, которые не то что завтра произойдут, а происходят сегодня, Камиль Ильич. Сегодня происходят очень негативные и серьезные процессы. Поэтому надеемся, мы так вот внутри себя посовещались, видим формат в 2 недели 1 раз, чтобы происходил такой прямой эфир. И будем этого добиваться. Тема сегодняшнего эфира была очень интересная, но меня она, если честно, поразила, потому что там присутствовало слово «развитие».
Скажите, ну, на ваш взгляд, можем ли мы вообще говорить о развитии? Или все же речь идет, ну, хотя бы о спасении в том виде, в каком есть? Спасибо за вопрос. К сожалению, большому, в том формате, в котором мы виделись, мы не говорили о развитии, потому что о развитии должна говорить как раз исполнительная власть. Это те люди, те чиновники, которые несут ответственность и могут принимать решения, которые приводят либо к развитию, либо к разрушению. Сегодня мы, как видим, ситуация разрушительная. Соответственно, говорить о развитии, пока не стабилизируешь ситуацию, ни по каким законам физики невозможно. Бесспорно, у нас есть видение выхода из сложившегося кризиса, но занимать время наших телезрителей некой терминологией, при всем при том, что не мы принимаем решения, я не вижу никакого смысла. Соответственно, внятного плана со стороны власти мы не видим не только в энергетике, но и во многих сферах, которые беспокоят наш народ, наше население и людей, которые переживали за эту страну всегда. Кан Валерьевич, можно ли сказать, что вот нынешний, сегодняшний прямой эфир стал результатом, ну или вытек из того самого закрытого комитетского заседания по вопросам энергетики, потому что там было поднято очень много проблемных тем, как раз-таки на нем присутствовала Кристина Константиновна. Да, безусловно. Мы, конечно, ожидали, когда рванет. Это рвануло сейчас. Это неизбежная ситуация была. Вы посмотрите, вот Руслан Георгиевич правильно сказал, мы когда говорим о развитии, его нет, его и не будет. И если люди спускаются, значит, с предложением только, значит, на 900 миллионов, да, еще раз наворовать и отдать, не знаю кому, пока мы даже официальную бумагу не видели, чтобы отреагировать, да, на те долги якобы существующие, за тот переток, мы же еще и должны хотя бы официальную бумагу получить за переток, сумму выставленную или за те счета, которые выставила нам Россия. У нас этого тоже нету. То есть сегодня, еще раз я повторился бы, нам поставили перед, значит, задачей или остаться без света, или остаться вообще без средств существования в Абхазии. И то, и другое пагубно и очень сильно скажется на наших жителях. Это недопустимо. Ну, для этого вот много чего ребята говорили, очень полезно говорили. Гарри, например, Гурамович, очень интересные вещи собирался говорить, что-то успел, что-то не успел, но эти ребята еще 2 года назад им говорили, какие пути выхода. Я думаю, Гарри Гурамович сам дополнит пару слов. Вообще, о чем мы собирались еще договорить, что мы не успели договорить. Гарри Иванович, вы дополните? Ну, если вы позволите, вы как раз-таки на эфире, ну, скажу честно, на мой взгляд, безусловно, субъективно, несколько раз вам удалось довести вице-премьера, министра экономики Кристину Константиновну до какого-то не очень адекватного состояния, но она, правда, очень остро реагировала на ваше высказывание. То есть вы, правда, считаете, что пока Кристина Константиновна и все остальные занимают свои должности, вопрос с энергетики невозможно решить? То есть ни о каком развитии не может быть речи? Конечно же, не может быть никакого развития и вопрос именно Кристины Константиновны. Кристина Константиновна проводит политику, которую задают сверху, это премьер-министр, это президент Республики Абхазия, она выполняет поручения. Да, это тоже не совсем честно ссылаться там, что мне приказывают, я делаю. Она тоже в этом участвует, ее вина тоже есть, ее ответственность тоже есть. Каждый участник процесса должен нести за это в любом случае ответственность. И о развитии говорить не приходится, мы говорим же фактами, мы же не просто огульно, как, вот, если честно, с ее стороны огульные обвинения были в нашу сторону, но здесь конкретные факты есть, где, если вы собираетесь развивать энергетику, если вы в этой отрасли со 100 миллионов 30 миллионов уводите на сторону, пока сейчас это украли, или как это назвать, пока еще уголовное дело еще даже не возбудили, но суд уже частично признал это преступление. Таких фактов множество. И то, что подошли к этому перетоку и за что надо сегодня платить, это меня не удивляет, так как мы 3 года говорили и писали даже Министерство экономики, дайте нам данные, сколько стоит переток, который нам предоставляется.
Нам отвечали, что это социальный переток, за это платить не надо будет. Мы говорили, что в итоге этот социальный закончится, нам все равно придется платить. Нам выставят счет. Вы нас ведете к пропасти. Пропасти привели, поставили, пришли в парламент, дайте 900 миллионов. Это колоссальная сумма для абхазского бюджета. Это вообще, если у нас такие деньги там есть где-то, значит где-то они спрятаны, наверное, да, хитро. И, видимо, и до этого там они были, наверное, да. Они иногда их накопить по миллиарду тратят, потом опять у нас денег нет на те социальные нужды, которые у наших граждан есть. Теперь мы лишились многого из-за их действий. Это преступление, я считаю. На это преступление должны, конечно же, компетентные органы реагировать, но этого нет, потому что они друг друга все прикрывают. И генеральный прокурор со всей ответственностью можем заявить, что он прикрывает вот этот вопрос со Чегвара, это на 100%, уже больше года этот процесс идет. В обществе еще не дали никаких разъяснений. То футболят, судятся, уже к президиуму пошли, прокуратуре, суд говорит, прокуратуре, вы еще там не доразобрались, надо расследование пойдите, а они на постановление суда в суд 3 раза уже подали и в президиум ушли. Но это же факт, что они разрушают все вместе. Все будут нести ответственность, я уверен, что это просто так не пройдет. Эту страну разрушить мы им точно не дадим. И вся ответственность будет на них. Если даже, как они считают, по их мнению, сегодня виноват Аслан Басари, по эфиру они так говорят, у них все возможности, или чекист, или СГБ, или прокуратура, или что стоит провести расследование и привлечь его к ответственности. Вам же сказали, такой цели не было. Такой цели не было. Сейчас я надеюсь, что так, она проявилась, пусть обращаются в прокуратуру. А так, в общем, эфир, может, чуть эмоциональный был, кому-то понравится, не понравится, всего не скажешь на этом эфире в рамках маленького времени отведенного. Но в следующий раз попытаемся получше изложить свою позицию, если кто-то не понял. Но очень сложно в такой обстановке тоже, там, когда тебя перебивают, провоцируют, говорить прямо, сидеть спокойно. И зрители по логике властей, просто логика такая у них, вся их работа заключается в том, что не можешь привести в порядок, надо узаконить. Они так пошли. Я понимаю, что больше часа вы были на эфире, и мучать вас долго не собираюсь. Маленький совершенно последний вопрос. На этом эфире прозвучала просто потрясающая, на мой взгляд, вещь о том, что у власти есть план 22-25, в котором в статье 2, если я правильно запомнила, существует пункт, по которому в абхазскую энергетику должны быть привлечены инвестиции энергетических компаний. Просто коротко. Правильно ли я поняла, что речь идет, собственно, о завуалированной продаже? Я думаю, что речь идет даже не вуалировать здесь не нужно. Они не скрывают. Здесь по факту речь идет о приходе инвестора в энергетическое хозяйство, то есть в нашу стратегическую отрасль. Я думаю, что абхазское общество уже давно не удивляет тот факт, что мы что-то пытаемся отдать или продать. И это коснется в том числе стратегических объектов. Аэропорт мы уже знаем историю, энергетика, железный транспорт, это железнодорожное сообщение, это портовая инфраструктура. И удавка затянулась. Когда государство лишается таких вещей, это государство становится колонией. И к чему ведет наша власть, я думаю, что выводы должны делать мы сами, как народ, как население. То, что они хотят это продать открыто, уже просто не говорят об этом вслух, под видом слова инвестиции и так далее. Вот поднятие тарифов – это предпродажная подготовка. Когда старую машину так подкрасить чуть-чуть, тарифы подняли, значит там рентабельность какая-то есть, чтобы затянуть туда инвесторов. Вот это один из элементов, как они это привлекательным делают. Я хочу чуточку добавить здесь. Обратите внимание, что абхазский тариф для обычных людей в 2026 году станет 2 рубля 70 копеек. Такие тарифы существуют в Российской Федерации в ряде регионов. Но в этом тарифе существует оплата за произведенную электроэнергию. Абхазия сегодня не платит за производство электроэнергии, и с Ингургеса абхазская сторона получает электроэнергию бесплатно. Внимание, вопрос, под кого поднимают тариф, перекладывают это бремя финансовое на своих людей. Мало того, когда всем поставят счетчики нашим гражданам, оплата
за электроэнергию будет сопоставимо с прожиточным минимумом С чем в мы стране. вас и поздравляем. То есть, что это, кроме колонизации и кроме того, что они сделают из нашего населения рабов, я другой перспективы не вижу. Еще хочу обратить внимание, значит, наших граждан на то, что поднятые тарифы до уровня 2 рубля 70 копеек для физических лиц и вообще поднятие тарифов до такого уровня будут иметь мультипликативный характер. Это отразится на всех товарах, которые производятся, и не только, на всех товарах, которые в том числе завозятся. Это пересмотр всей цены за все, чем бы ни занималось государство или граждане внутри страны. Соответственно, ждите всплеск очередной искусственный инфляционный в стране. Более того, есть статистика, посмотрите, президент рапортует, что он там, не собрали столько там денег. Кстати, у нас есть коллега Бадрик Пили, он интересную вещь им тогда задал. Вы нам не говорите цифрами, вы скажите это, как говорится, в процентах. Оказалось, что процесс собираемости стал уменьшаться, прямо валится, понимаете, валится. То есть те, кто платили, готовы были платить дальше, но они поняли, что они больше не могут это платить, за все Абхазию отдуваться не могут. И те, кто платили, перестали платить, понимаете. Это такое, знаете... Юрлиц у них выросла сумма. Да, Юрлиц понимаете, по 2 рубля. вот они все, что делают, как Гарик Буранович сказал, они поднимают не для того, чтобы экономику, значит, оздоровить или энергетику оздоровить абхазскую. Это нужно для того, чтобы, значит, цены в Абхазии стали привлекательны для инвестора российского. Но для этого, чтобы инвестор российский вошел, да, сюда, им мешает закон об энергетике. Вот здесь я хотел бы сказать, что парламент стоит на последнем рубеже отстаивания интересов абхазского государства. И мы не сдадим эти интересы. Я уверен в этом. Я верю в своих коллег. Я даже, не знаю, я думаю, что это ни при каком раскладе этого решения не будет. Я надеюсь на наш парламент, на наших ребят, которые народ избрал. Спасибо.